محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الله والله والله والله. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Дорогие братья, я бы хотел сегодня сделать ва'аза, насихат на тему гордость. Гордость является самым первым совершенным грехом на этом свете, и его совершил Иблис. Слышал Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. Слышал Аллах говорит: когда мы сказали ангелам, чтобы они поклонились Адаму, алейхиссалям, они поклонились, кроме Иблиса. Он отказался поклоняться ему и проявил гордость. И это его привело, что он стал из неверующих. Также, уважаемые братья, вы должны понимать серьезность этого греха, как гордость. Потому что Иблис, проявляя гордость, совершил два греха. Первый грех в том, что он совершил эту гордость. Второй грех, совершение этого греха привело его к тому, что он стал одним из неверных. Передается хадис عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار. Начали спорить рай и ад. وقالت النار, и ад говорит: في الجبارون والمتكبرون, моя доля высокомерные и гордые. وقالت الجنة, а рай говорит: في ضعفاء الناس ومساكينهم, моя доля слабые из людей и мискины. فقضى الله بينهما, и иншаллах предрешил над ними и говорит: إنك الجنة رحمتي, поистине ты рай, моя милость. أرحم بك من أشاء, я буду проявлять милость с тобой, кому я захочу. Также иншаллах говорит: وإنك عذابي, иншаллах аду говорит: поистине ты мое наказание. أعذب من أشاء, я накажу тобой, кого я захочу. ولكليهما علي ملؤها, и каждому из вас обоих будет своя доля. Уважаемые братья, также можно гордость отличить некоторыми признаками. И первый из них признак является непринятие истины. То есть имеется в виду, нет разницы истины мирского или же дуньяла, мирского или же ахирата. То есть, когда человек ошибается в чем-либо из религии, ему говорят, что он ошибся, и он это не признает, потому что ему гордость не разрешает ему это признать. Или же из мирского, например, по дороге он едет и совершил ошибку, нарушил правила. И ему это кто-то остановился и говорит ему, что он нарушил правила, и он это не признает, потому что ему гордость не позволяет ему это признать. И также еще один признак – это презрение в отношении людей, то есть негативное отношение к людям. Также третий признак – это чувство собственного превосходства, то есть когда человек ставит выше себя других, то есть ставит выше себя над другими. Четвертый признак – жажда власти, славы и восхищения. То есть, когда человек жаждет где-то стать главным, или же он хочет, чтобы на нем восхищались. Пятый признак – эгоизм. Когда человек думает только о себе. Шестой признак – самоотвержение за счет унижения других людей. И еще гнев и жесткосердие, то есть когда человеку делает больно или же над ним издевается, он бывает в гневе. И жесткосердие также, когда с ним что-то плохое делает, он отвечает тем же. И восьмой – мстительность, когда человек спешит мстить. Надменное поведение, то есть когда человек смотрит свысока на других и считает себя везде правым. И самый главный признак – это отрицание наличия у себя гордыни.
عن عبيد الله بن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة не войдет в рай من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر не войдет в рай тот человек, у кого сердце будет хотя бы гордость хотя бы весом пылинки. فقال الرجل один мужчина ему говорит إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا. Действительно, человек любит, когда у него одежда бывает хорошая. وَنَعْلَهُ حَسَنَةً, и когда обувь у него бывает хорошая. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل. Поистине, Аллах прекрасен. وَيُحِبُّ الْجِمَالَ, и любит прекрасное. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ. Но однако гордость это не принятие истины. وَغَمْتُ النَّاسِ, и отношение к людям. Нам стоит задуматься, братья. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если гордость будет хотя бы весом пылинки, нет одного либо из всех признаков, которые я вам перечислил, и он скажет, что он не гордый человек. Но на эти слова он сам себя поймает, потому что 10-й признак является признаком гордости, это отрицание наличия у себя гордости. عن حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не рассказать ли вам про обитателей ада? Куллу утуллин джавадин мустакбирин. Это каждый грубый человек, каждый жадный человек и каждый гордый человек. Они являются обитателями ада. Также про наказание за гордость я бы хотел вам рассказать. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. Три вида людей, с которыми, слышь, Аллах не будет разговаривать с ним в судный день. ولا يزكيهم, и он не очистит их от грехов. ولا ينظر إليهم, даже Аллах на них не посмотрит. ولا هم عذاب أليم, и для них будет сильное болючее наказание. Это шайхун зани, блудливый старец. Малику кадзаб, лживый правитель. Или мустакбирун, и горделивый бедняк. Также есть хадис про высокомерных. Высокомерные будут воскрешены в день суда в виде муравья, и унижение будет повсюду. Потом их погонят в тюрьму в аду, которая называется Буляс. И над ним будут подниматься злейшие языки пламени, и им придется пить гной обитателей ада, тот гной, который является из кожи людей. Стоит ли этого, чтобы человек был гордым и чтобы ему пришлось пить гной обитателей ада? Слышь, Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. ولا تمشي في الأرض مرحا, не годи по земле горделиво. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ты не просверлишь землю и не дойдешь в гору высотой, той своей гордостью. И как же мы можем проявлять гордость в то время, когда, слышь, Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ. Да сгинет человек, как же он неблагодарен, слышь, Аллах говорит: «Мин айи шайин халака». Из чего же, слышь, Аллах человека создал? «Мин нутфатин халакаху факаддара». Он создал из капли и соразмерил его. «Тумма сабиля яссара». Потом
Всевышний Аллах ему облегчил путь. ثم أماته فأخبره. Потом Всевышний Аллах его умертвил и поместил в могилу. ثم إذا شاء أنشره. Когда пожелает Всевышний Аллах его воскресит. ثم كلا لما يقضي ما أمره. Но нет же, он все еще не выполняет того, что Аллах ему приказал. Важно осознавать, дорогие братья и сестры, какой вред несет в себе гордость, и как Аллах относится к таким людям, и какой будет убыток в судный день таким людям. Остерегаться от гордости надо, изучать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посмотреть, как он жил, какой образ он жизни вел. Также надо, дорогие братья и сестры, чтобы мы не ставили себя выше других. Также мы должны помнить всегда о смерти. Какова же будет жизнь после смерти, каково же наше положение после смерти. На этом я закончу. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.